Здравствуйте! В эфире субботний выпуск Сапшила. В студии Алика Трапш. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня и других актуальных темах. Сегодня в выпуске. Стандарты качества и новые горизонты. В Министерстве туризма проходит профессиональная аттестация экскурсоводов. Многофункциональный спортзал. В Сухумской 12-й средней школе идут капитальные работы по ремонту спортивного зала. Сладкая и полезная ягода. В Абхазии в самом разгаре сезон клубники. Реквием Моцарта. Абхазская государственная капелла выступила на сцене Зимнего театра в Сочи. МИД Абхазии отмечает 32-ю годовщину образования. Постановление о создании министерства подписал Владислав Арзенба 17 мая 1993 года, будучи председателем Верховного Совета Абхазии. Коллектив и руководство МИД поздравил президент Бадра Гунба. На протяжении 32 лет МИД Абхазии достойно представляет интересы государства, вносит неоценимый вклад в дело сохранения мира и дальнейшего укрепления независимости, отметил глава государства. Бадра Гунба выразил убеждение, что внешнеполитическое ведомство Абхазии и впредь будет способствовать укреплению абхазо-российских отношений, а также реализации важнейших задач, нацеленных на дальнейшее расширение признания независимости Абхазии. Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Арзенба прошел в Москве. Мероприятие было организовано посольством республики в Российской Федерации. Вечер посетили дипломаты, представители российских государственных структур, общественные и научные деятели, члены абхазской диаспоры. Приветствуя гостей, полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квицини отметил: политическое завещание Арзенба – это призыв хранить суверенитет Абхазии, укреплять ее государственность и дружбу с теми, кто поддерживал нас в трудный час. А это прежде всего великая Россия и ее многонациональный народ, разделивший с нами тяготы борьбы и радость побед. От имени посольства Республики Абхазия в Российской Федерации приветствую вас на торжественном мероприятии во знаменование 80-летия со дня рождения первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзавша первой степени Владислава Григорьевича Арзенба. Сегодняшняя дата – это дань памяти и уважения к человеку, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю абхазского народа. Владислав Арзенба не просто государственный деятель, это символ возрождения абхазской государственности, национальный герой, с именем которого связан современный облик Республики Абхазия. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии с теплотой и гордостью вспоминают, как президент Арзенба лично руководил обороной, вдохновлял бойцов своим примером, был рядом, всей душой болел за каждого солдата, каждого мирного жителя. Победа, одержанная абхазским народом 30 сентября 1993 года, во многом его заслуга как лидера нации, отдавшего всего себя ради свободы и Отечества. Наш стратегический союз, выбор которого утвердил Владислав Арзенба, залог мира и стабильности в нашей стране. Память о Владиславе Арзенба объединяет нас, служит прочным фундаментом для дальнейшего укрепления отношений между Абхазией и Россией, между нашими народами. Имя Владислава Арзенба навсегда останется в сердцах людей, для которых дороги свобода и справедливость. Светлая и вечная память великому сыну абхазского народа. Спасибо. С приветственными речами также выступили заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Синегубов, глава московской абхазской диаспоры Бислам Агарба, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.
70 студентов и специалистов из Абхазии, работающих и обучающихся в сфере туризма, этим летом смогут принять участие в образовательной смене «Маршруты Абхазии», которая пройдет в рамках арт-кластера «Таврида». Маршруты Абхазии предполагают изучение истории, культуры, природы и традиций Абхазии, а также практические занятия, связанные с искусством, дизайном и другими творческими дисциплинами. Зарегистрироваться в арт-школу туризма можно до 18 мая. Мероприятие пройдет с 2 по 28 июня в Крымском Судаке. В эти дни в Министерстве туризма проходит профессиональная аттестация экскурсоводов. Уже аттестовано более 350 человек. Экзамены, подтверждающие профессиональную квалификацию, начались в апреле и завершатся в середине июня. Гидов тестируют на знание истории, культуры, географии, архитектуры. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. В стенах Министерства туризма оживленно. Каждый из тех, кто сюда пришел, планирует рассказывать о своей стране гостям. Миссия не из легких. В эти дни в республике проходит аттестация экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму. Процедура обязательная и ежегодная. Согласно закону, экскурсоводами в Абхазии могут быть только граждане республики, прошедшие аттестацию в Минтуризма. Как патриот своей страны, люблю свою страну и хочу нашим гостям показать Абхазию нашими глазами, моими глазами. И хочется, чтобы каждый гость отсюда уехал довольным. Экскурсоводы, гиды, переводчики должны владеть знаниями в области краеведения и экскурсоведения, экскурсионной методики, туристических ресурсов Республики Абхазия, истории, географии, культуры, искусства и архитектуры, экономики, политики, религии и социологии. А еще обладать навыками культурного и делового общения, установления контакта с туристами. Среди тех, кто пришел сдавать аттестацию, есть экскурсоводы с многолетним стажем и те, кто только начинает профессиональную деятельность. Я уже сдаю 4-й год, и в этом году я уже иду на повышение квалификации, то есть 1-я категория. Я, конечно, переживаю, есть некий мандраж, практически каждый год это наблюдаю. Маршрут Сухум, Черниговка, Сухум. Очень интересный, удобный маршрут. Сегодня, наверное, самое сложное это вот запомнить даты все основные. Основные получаются, но есть, конечно, и те, которые, к сожалению, не получается полностью запомнить, но все равно сдаем. Вопросы несложные, к ним можно подготовиться очень легко, если понять все и сдать. Вот на сегодняшний день это мой 2-й экзамен. То есть я являюсь пока что новичком, как бы парень, который постигает полностью грани экскурсоводческого дела и пытается лучше вникнуть в этот процесс. У меня сегодня сразу несколько направлений. Это как направление по западной территории Абхазии, это Гагра, Рица, Новый Афон. Также территория Восточной Абхазии, это такие районы, как Гулрыбский район, Дранский, Ткварчал, святые места Абхазии. Аттестация экскурсоводов традиционно начинается в апреле и завершается в июне. В течение 2 месяцев, несколько раз в неделю на экзамены в Министерство туризма приглашаются те, кто прошел курсы экскурсоводов и подал соответствующую заявку. Экзамен делится на письменную и устную части. В состав экзаменационной комиссии входят представители Минтуризма, историки, преподаватели вузов, журналисты, общественные деятели. Уже аттестовано более 350 человек. Ежегодно меняем вопросы, пытаемся сделать их интереснее, сложнее, и в этом направлении есть работа. Те, кому не удалось изначально пройти аттестацию, сдают экзамены в завершении всего аттестационного процесса. Даем время подготовиться и в конце всей аттестации приглашаем их отдельно. Да, они уже сдают в конце июня, после всех основных. Люди, которые не сдали, идут на переаттестацию. И в том случае, если они 2-й раз не смогли сдать, то мы их не аттестовываем. Аттестация экскурсоводов определяет категорию специалиста в зависимости от стажа работы и образования. 1-я категория присваивается человеку с высшим образованием и стажем работы более 5 лет. Также ее получают те, кто не имеет высшего образования, но стаж работы превышает 7 лет. 2-я категория присваивается при стаже работы от 3 лет и наличии высшего профессионального образования. Экскурсоводам со стажем работы до 3 лет категория не присваивается. Гугуца Вардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В
Сухумской 12-й средней школе идут капитальные работы по ремонту спортзала. Средства выделены из республиканского бюджета. После ремонта здесь смогут заниматься не только учащиеся школы, но и проводить различные спортивные соревнования городского масштаба. Спортзал расположен во дворе, имеет большую площадь и отдельный вход. Также планируют установить сцену для праздничных и торжественных мероприятий. Капитальный ремонт спортзала Сухумской средней школы номер 12 был начат еще в августе прошлого года, но из-за отсутствия лимита финансирования работы были временно приостановлены. И вот сейчас они вновь возобновились. На данный момент ведутся отделочные работы по фасаду. Общая сметная стоимость ремонта составляет 12,5 миллионов рублей. Финансирование выделено из республиканского бюджета. Работу выполняет фирма «Юнистрой», заказчик УКС. В плохую погоду, в дождливую погоду проникала вода сквозь стены вовнутрь спортзала, после чего образовывалась плесень, и в связи с этим мы подготовили сметную документацию на, получается, восстановление фасада. Штукатурили фасад, после чего нанесли караед, сейчас уже вот на стадии завершения, и после чего уже нанесут краску. Стоит отметить, что спортзал в учебном заведении не функционировал все послевоенное время. Протекала крыша, и со временем все помещение пришло в негодность. Так как здание находится во дворе отдельным строением, на его ремонт нужны были немалые средства. Уроки физкультуры проходили во дворе школы, не только в хорошую погоду, а в непогоду у детей вовсе не было возможности заниматься. По внутренним работам работы выполнены на 80%. Выполнены работы в полном объеме по переодевалкам и санузлам. Сейчас идут подготовительные работы по устройству полов самого зала. Также была заменена кровля частично над спортзалом. В спортзале провели электропроводку, водопровод и канализацию. Здесь также будет обустроена тренерская комната. Завершить ремонтные работы планируют в сентябре текущего года. После ремонта в этом спортзале смогут заниматься не только учащиеся школы, но и проводить здесь различные спортивные соревнования городского масштаба. Также планируют установить сцену для праздничных и торжественных мероприятий. Алика Трапша-Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В республике разгар клубничного сезона. Урожай этой вкусной ароматной ягоды реализуется как на местном рынке, так и на экспорт. Каков урожай клубники в этом году? С какими трудностями сталкиваются производители? Мы побывали в нескольких частных хозяйствах, где выращивают клубнику, и пообщались со специалистами. В селе Допухыт семья Гивишунгба уже 3 года выращивает клубнику. На территории в 1 гектар произрастает 40 тысяч корней ягоды 2 сортов – Альба и Клери. Изначально Гивишунгба с супругой Мананой Кварчи выращивали клубнику в небольших количествах, исключительно для своей семьи. Но после они написали проект в Министерство сельского хозяйства, который был одобрен. Семье выделили 600 тысяч рублей. На эти личные средства они приобрели саженцем, систему капельного орошения и специальную пленку. Клубника действительно довольно прихотливая ягода, требующая определенного ухода и внимания. Чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно подобрать сорт, подготовить почву, осуществить посадку и правильно ухаживать за клубникой в течение всего вегетационного периода. Это очень сложный процесс. Изначально вот посадили, с этого вот пройдет 10 дней, уже его надо от травы чистить. Чистит она, потом зимой якобы вот как будто бы она не растет, сидит, а потом уже весной обратно чистим. И потом появляются уже цветочки, ягоды, и вот сбор начинается. Это все очень труд, большой, огромный труд. Дети приезжают, когда у них выходные, они приезжают, помогают. А так я вот с супругом. На сбор кого привлекаете? Так, на сбор соседи, родственники. Желающих очень много, но от 7 до 10 человек они у нас работают. Сбор клубники начинается в конце апреля и продлится до середины июня. В настоящее время уже собрано около 2 тонн урожая. Примерно столько же еще ожидают. По словам владельцев клубничного хозяйства, погодные условия оказывают большое влияние на качество урожая. Дожди увеличивают риск развития грибковых заболеваний, а также могут повредить ягоды, делая их непригодными для употребления. Плоды гниют, портятся, они друг к другу соприкасаются, и они портятся. Очень много порченных, но мы стараемся, перебираем. Можно сказать, 500 килограмм – это убыток.
Да, это если посчитать, мы ящики закупаем, рабочим платим, витамин обязательно, его надо кормить витаминами. Без витаминов такая красивая клубника не будет. Клубнику собирают, тут же чистят и фасуют. Главное в этом деле проследить, чтобы в ящик не попали испорченные ягоды. За сбор одного ящика платят 120 рублей. Сейчас килограмм клубники реализуют по цене 250-300 рублей. Даже после окончания вегетационного периода клубника нуждается в постоянном уходе. Мы берем вот эти листья, они уже будут вот такой вот куст большой, она уже отошла, нет уже клубнички. Мы берем вот так вот режем, вот так вот. Вот так режем, вот этот корень оставляем. Вот с этого корня уже весной будет уже новая клубника. Скажите, а вы на зиму не закрываете полностью, чтобы Нет, корни нет, не нет, замерзли? это морозоустойчивый сорт, оно не замерзает, ничего с ним не будет абсолютно. Супруги Гевишинкуба и Мананаквача неустанно трудятся в своем хозяйстве и надеются, что сезон в этом году будет хорошим. А в селе Лабра Сергей Авидисян вот уже 4 года на территории 0,6 гектаров выращивает клубнику сорта Клери. Ягода растет в закрытом грунте, на вкус очень сочная и сладкая. Всего здесь было высажено 30 тысяч корней. Но недавно обрушившийся на всю страну ураганный ветер нанес колоссальный ущерб тепличному хозяйству. Последний вот на днях, что был, вот этот дождь, ураган сильный, он полностью, максимально все разрушил. И, собственно, урожай тоже гниет очень страшно. Вот ребята помогают, восстанавливаем заново все, что можем, делаем, чтобы сохранить хотя бы второй цветок уже. До того, как стихия разрушила теплицы, Сергей Авидисян успел собрать и реализовать около 600 килограмм урожая клубники. По его словам, убытки составляют столько же. Оставшаяся часть урожая непригодна для реализации, так как уже не имеет товарного вида. Стоит отметить, что изначально Сергею Авидисяну была оказана помощь Министерством сельского хозяйства. Их уже не спасти, они уже полностью, дождь повредил и гниль пошла. Вот этот товар сейчас... Он вкусный, сочный, хороший, но на рынок его не выставишь. А его просто не купят из-за внешнего вида просто. Вот это сейчас полностью надо, я не знаю. Оно и не сохранится, наверное, да? Нет, ее можно закрыть, варенье, компот, что-то сделать. А так на рынок его не выставишь. Все, этот урожай надо полностью собирать, употребить дома или просто выкинуть. В принципе, все, что касаемо рассада, пленка, капель, рейки, все, проволоку, мне все выделили Минсельхоз. Сейчас семья Сергея Авидисяна своими силами восстанавливает тепличное хозяйство и надеется успеть собрать второй урожай. Помимо клубники, сельчанин выращивает и фруктовые насаждения. На территории в 1,5 гектара 3 года назад при поддержке Минсельхоза был заложен сад. Здесь произрастают 400 корней хурмы и по 200 корней алычи и персика. В прошлом году собрали пробный урожай. В этом году Сергей Авидисян столкнулся с серьезной проблемой. Река, протекающая близ сада, стала вымывать его. В течение 1 года, скажем так, уже 20 метров смыло земли. И, собственно, как видно, корни уходят уже тихо-тихо. Таким темпом, если пойдет на следующий год, однозначно она уже, я не знаю, метров 10 точно проберется сюда. И это... А когда вы закладывали сад, такая проблема была? Когда мы закладывали сад, здесь такой проблемы не было, даже не ожидалось. Вот эта земля полностью от забора еще 50 метров в ту сторону была. Даже не ожидалось, и расчета тоже не было такого. Это все произошло в течение последних 2 лет. Своими силами, я пытался что-то сделать, заложить что-то, засыпать, но это никак не получится. Это надо делать уже на государственном уровне, потому что эта проблема в течение 2 лет станет не только моей, но она станет глобальной, и здесь земель не останется. Эти государственные земли полностью их смоет, все смоет. По словам Сергея Авидисяна, река начала выходить из берегов из-за отсутствия берегоочистительных работ. В настоящее время есть реальная угроза смыва рекой фруктового сада. Сергей Авидисян надеется, что государство окажет поддержку в решении данной проблемы. Алика Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. 13 мая Государственная хоровая капелла Абхазии выступила на главной сцене Сочи в легендарном зимнем театре в рамках фестиваля «Квартет Рахманинова приглашает». Абхазские музыканты вместе с солистами из других российских коллективов исполнили произведения мировой классики. О концерте и планах хоровой капеллы в нашем следующем репортаже.
Музыканты государственной хоровой капеллы Абхазии на сцене легендарного зимнего театра в Сочи вместе с солистами камерных хоров Московской и Сочинской консерваторий, хора студентов Сочинского колледжа искусств исполняют реквием Моцарта. Моцарт «Реквием». Это грандиозное сочинение, гениальное, которое во всем мире известно и очень часто звучит. И вообще Моцарт самый такой, может быть, популярный, если можно так сказать, композитор, чья музыка звучит во всем мире. А в частности, его «Реквием» тоже очень часто звучит. Мы исполняли, кстати, капелла исполняла вместе с адыгейским оркестром, с нашими солистами в филармонии в Абхазском театре. Несколько лет назад мы исполняли это сочинение. А вот сейчас мы получили приглашение принять участие в Сочи, что мы с удовольствием и сделали. По словам руководителя хоровой капеллы Надара Чанба, несмотря на то, что на сцене выступали разные коллективы, совместный оркестр получился замечательным благодаря тому, что абхазские и российские музыканты часто проводили совместные мероприятия. В общем, концерт прошел с аншлагом. Обычно вот такие фестивальные оркестры собраны, я не очень люблю, поскольку любой коллектив должен как сложиться, да, и ансамбль должен быть. А вот здесь, видно, и музыканты до этого знали друг друга, и очень хороший оркестр был. И организатором всего вот этого грандиозного мероприятия является, значит, руководитель Сочинской камерной филармонии. Есть Сочинская филармония обычно, есть камерная филармония. Вот, Сергей Цедрик, это очень активный такой деятель, он сам альтист, на альте играет, значит, кроме того, он дирижирует, и он, кстати, на этом концерте в первом отделении играли 23-й концерт Моцарта для фортепиано с оркестром, и он дирижировал. А вот во втором отделении был Моцарт «Реквием», и я уже сказал, какие коллективы участвовали. Значит, солисты были из Москвы, в основном, и из Сочи одна певица, меццо-сопрано, и дирижером был профессор Московской консерватории Александр Соловьев. У государственной хоровой капеллы большие творческие планы. 17 мая коллектив принял участие в фестивале «Лдза-фест». Следующий концерт состоится 21 мая на набережной Махаджиров в День памяти жертв Кавказской войны. 1 июня будет большой концерт в филармонии, в нашей Абхазской филармонии. Будет совместный концерт с Нижегородским хором. Вот, в первом отделении они будут петь, во втором отделении мы, потом уже вместе будем исполнять одну абхазскую и одну русскую песню. 2 числа, буквально на следующий день, у нас будет в пещере концерты. Это очень интересные такие концерты, которые организуются Хиблой ВОСБА. Пещере при поддержке дирекции, руководства пещерой. 17 и 14 июня в Новоафонской пещере пройдут еще 2 концерта государственной хоровой капеллы. Дальше мы начинаем еженедельные наши концерты в Пицунском храме. Естественно, там другая программа. И в июле уже приедет к нам всемирно известный музыкант Александр Князев. Он виолончелист, органист и пианист. Да, так что вот я договорился, чтобы инструмент, поскольку у него коллекционный инструмент, который не разрешается вывозить из России, вот в Сочи мы нашли хороший инструмент, так что мы арендуем
этот инструмент, и он, значит, абхазские зрители, любители музыки будут иметь возможность послушать музыку вместе, значит, с абхазской капеллой в исполнении гениального современного музыканта. В рамках концертов государственной хоровой капеллы будут исполнены абхазские народные музыкальные произведения, такие как «Песня о скале», «Песень ранения», «Азар» и другие, а также мировая классика Моцарт, Бах, Фаре. Зрителей ждут и сюрпризы. Гугут Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших новостей.